Рахмет, Рахмет. Привет. Спасибо, спасибо большое. Еще нужно помощь, спасибо. Согласна, помощь в любое время. Амар Балавайна всегда может. Правонарушения, предусмотренного статьей 28 части 5, 24 части 1, 99 части 2, пункта 7, 8 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Рассмотрев данное уголовное дело, вердиктом присяжных было приговорено Еркебаеву Эльвиру Алимбаевну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 287 Уголовного кодекса, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. В соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса назначенное наказание считать условным с установлением осужденной пробационного контроля на весь срок назначенного наказания, с возложением обязанности не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, не посещать кафе, рестораны в ночное время, осуществлять материальную поддержку семьи. Контроль за поведением условно осужденной Еркебаевой возложить на службу пробации по месту жительства. Обязать условно осужденную Еркебаеву в течение 10 суток с момента вступления приговора в законную силу встать на учет службы пробации по месту проживания. Меру пресечения Еркебаевой в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу заменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении и освободить из-под стражи в зале суда немедленно. Разъяснить условно осужденной Еркебаевой последствия неисполнения возложенных на нее судом обязанностей, предусмотренных статьей 64 Уголовного кодекса. В соответствии со статьей 62 части 3 пункта 2 Уголовного кодекса время содержания Еркебаевой под стражей с 26 февраля 2024 года и по 25 августа 2025 года засчитать срок наказания из расчета 1 день за 1,5 дня отбывания наказания в виде лишения свободы. Кузнецова Максима Геннадьевича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 28, частью 4 статьи 287 Уголовного кодекса, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. В соответствии со статьей 63 Уголовного кодекса назначенное наказание считать условным с установлением осужденного пробационного контроля на весь срок назначенного наказания, с возложением обязанности не менять постоянного места жительства, работы, учебы, без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не посещать кафе, рестораны в ночное время, осуществлять материальную поддержку семьи. Контроль за поведением условно осужденного Кузнецова возложить на службу пробации по месту жительства.